полицию, суды. Она провела ночь у стен президентского дворца, пытаясь добиться встречи. Никто ей не помог, никто не отреагировал. Когда она поняла, что в Туркменистане защиты нет, она уехала с двумя маленькими дочерьми в Арабские Эмираты и начала рассказывать в интернете о том, что с ней случилось. Не политику, просто свою жизнь. Насилие, несправедливость, бездействие властей. Туркменские власти не оставили ее в покое даже там. Сначала против нее сфабриковали обвинения в проституции. Она убеждена, что это сделало туркменское консульство. Ее адвокат доказал, что это клевета. Но было уже поздно. 14 апреля дубайская полиция снова задержала ее, на этот раз по запросу Интерпола. На следующий день, 15 апреля, Марал и ее дочерей посадили на самолет в Ашхабад. Сейчас ее дети находятся в детском доме. За что? За то, что их мать осмелилась рассказать правду. Это не случайности и не совпадения, это система. Туркменистан — одно из самых репрессивных государств на планете. Преследует своих граждан даже за рубежом. В Турции, в Арабских Эмиратах и другие страны в этом помогают. Почти год назад я стоял здесь и требовал, чтобы сказали, где находится Алишер и где находится Абдулла. С тех пор я не услышал ответа, поэтому сегодня я стою здесь снова. Но сейчас они и задержали Марал за то, что она просто делилась своим опытом несправедливости в Туркменистане. Мой первый вопрос. Где Абдулла Урусов? Где Алишер Сахатов? Что с ними случилось? В безопасности ли они? Мы уверены, что они в Туркменистане. Туркменские власти должны дать нам знать, где они сейчас находятся. Этот человек, нынешний президент, точнее, прошлый президент Туркменистана, который поставил себя а, верховным правителем, совершенно не может управлять государством, и весь народ хочет его отставки и его импичмента. Поэтому мы не с ним. И нынешний президент Сердар Бердымухамедов также не справляется со своей должностью президента, поэтому он должен тоже уйти в отставку и должен освободить пост президента. Это враги системы, потому что они преследуют людей, которые не совершали никаких преступлений, людей, которые просто боролись за справедливость, людей, которые переживают за народ Туркменистана за границей. Спасибо большое, я передаю слово Мураду.
Thank